Короткие новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов уволил прокурора Ашхабада Авезмамеда Шихмамедова. Об этом сообщает Госинформагентство ТДХ. По информации источников Turkmen News, в ночь на 3 февраля Шихмамедова арестовали. Источник сообщил, арест проводили ночью сотрудники МНБ, о причинах не знают даже прокурорские работники. Стоит отметить, что 2 неделями ранее президент уволил генпрокурора Туркменистана Сердара Миаликгулыева, формулировка «за невыполнение должным образом своих служебных обязанностей и низкий уровень организации работы прокуратуры». Миаликгулыев находился на посту всего 1,5 года, но за это время успел провести чистку и расставить по ключевым постам своих людей. И Шихмамедов возглавлял прокуратуру Ашхабада также в течение 1,5 лет. До этой должности он возглавлял прокуратуру Бактыерлыкского этрапа столицы. Новым генпрокурором назначен Бегмурат Мухамедов, который в период с 2013 по 2021 годы был министром юстиции Туркменистана, а в последнее время председателем комитета по международным и межпарламентским связям Меджлиса. Кто станет новым прокурором столицы, пока неизвестно. Туркменистан представил 6-й по счету периодический доклад в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. С речью выступила глава туркменской делегации, заместитель министра иностранных дел Мяхри Бяшимова. Акцент в докладе делается на то, в каком количестве представлены женщины в органах власти. Кроме того, приводятся таблицы гендерного распределения студентов вузов, а также пенсионного обеспечения, количество в стране женщин-пенсионерок и размеров пенсионных выплат. В очередной раз в докладе озвучены результаты исследования домашнего насилия, что власти Туркменистана пару лет назад уже признавали. Тогда было сказано, что с насилием со стороны мужей столкнулось 12% состоявших в браке или отношениях женщин в возрасте от 18 до 59 лет. Эксперты комитета задали Мяхри Бяшимовой ряд вопросов, в частности, о принудительном труде на хлопковых полях и о запрете абортов на сроки более 5 недель. Та ответила, что государство активно сотрудничает с Международной организацией труда в мониторинге урожая хлопка и обсуждении будущих действий по предотвращению эксплуатации. Что касается абортов, то Бяшимова заявила, что на большем чем 5 недель сроки аборты опасны для здоровья. Отметим, что на 5-й неделе даже аптечные тесты на беременность далеко не всегда показывают 2 полоски. Были в докладе также подняты вопросы отказа выдачи водительских прав женщинам и принудительное ношение национальных платьев. Оба этих момента, как имеющие место в Туркменистане, отрицаются, наоборот подчеркивается, что введенные в стране в эксплуатацию современные автоматизированные комплексы по экзаменации и тестированию водительского мастерства обеспечивают проведение квалифицированных экзаменов, оценки знаний и навыков кандидатов на управление автотранспортными средствами без дискриминации по половому признаку. При этом осенью прошлого года другой туркменский дипломат, представитель МВД Велиев, признал в ООН факт временной приостановки выдачи прав женщинам. Он пояснил, что это было вызвано выявлением большого числа женщин, водивших машины, вообще без прав. А насчет одежды Бяшимова в своей речи заявила, цитата, «В Туркменистане ни одну женщину не заставляют носить традиционную одежду, женщины сами предпочитают ее носить», конец цитаты. Дорогие подписчики, если у вас есть что рассказать, или вы располагаете фактами, которые власть пытается замалчивать, присылайте их нам в Телеграм. Мы гарантируем вам полную анонимность.